Прывітанне, сябры. Прывітанне. С вами спадарыня Мар'янна и спадар Олег. Запрашаем сегодня вас пройти с нами и поглядеть Вильнюсскую бастию, так? Альбо, як мы кажем, бастион. И городскую мур, да, городский мур, вот этот, які ви тільки що побачили уже з того боку, я вам показала. Там аутентичний кавалочок заховався. Уже новодел. Да. І ось далей ми вам покажемо і розповідемо, і поспробуємо пройти внутрь бастіона, поки він ще відчинений. Ну що гэта за мур? Фактично такий самый был. Его побудовали в самом початку 16 столетия. То есть ему 500 годов. 500 годов? Да, ну, это, конечно, ну, это реставрировано, подремонтованный. И он был оригинально 6 метров высоты. 6,5, да. Спочатку было 5 городских ворот, а потім і більше. До речі, будували його під керівництвом Миколая Чорного Радзивилла, тогдашнего воеводы Виленского. Ось. Это якраз було, почали в 1503, закончили в 1522. Добре, это 16 століття. Да, ну, вот, ага, давай покажем. Покажем, ну, что она фактично она частково заховалась. Нет, ну, там частково заховалась. Она в руинах таких. Она была в руинах, да. Да, до речі. Гэта, до речі, ось уваход, так? Музей, да. Там музей, і ми зараз туди поспробуємо войти. Ми бачимо стяги. До речі, ще з 1987 года. Музей почав працювати. Да, ага. З початку 20-го століття. Апошние советские, да. Ага. Одна вещь. Ну, бастион был откопанный подчас Другой Всесвітньої войны. Немцами, до речі, они зробили там склеп оружейный. А потом его закинули, реставровали долго. В 1966 году начали реставровать. И вот в 1987 открыли музей. Куда мы пойдем? Давайте пойдем туда. Дякую. Сябры, это? Это Вильнюсовский старый артиллерийский бастион. Ну, глядите, як ён працуе. З 10 до 18 гадзінаў. Калі вы захочаце прийти, майце гэта на увазе. До речі, ён так само і ў выходныя, суботу і нядзелю. Понедельник выходный. Конечно, для туристов выходные это самый чос для бастиона. Ну, глядите. Ой, глядите. Это, тут можно набыть рыцараў. Ось такие сувениры можно набыть. И мы вырашили набыть пушку так само. Ось тут такая. Скажите, ласка, кольки каштує билет, вот квиток, ну так, для людей? Для взрослого 6 евро. 6 евро, да? А, ну, и коли пенсионер? Пенсионеры, студенты, школьники 3 евро. 3 евро, ага, спасибо. Есть люди, которые имеют удостоверение специальных, как это сказать? Журналисты, наверное. Журналистам, да, Ну ты пенсионер. Ага. Так ты ж пенсионер. Ну я еще и журналист. Ну да. Ага. У меня даже посвящение есть. І ось тут jeszcze. Здравствуйте. І ось тут jeszcze. Глядите, какие. Поздновато, конечно, Вы говорите, вы журналист? Да. Если у вас есть документы, удостоверяющие, тогда вам Начало экспозиции здесь, когда посмотрите на первом этаже экспозицию, которая рассказывает о оборонительной стене Вильнюса, а мы находимся в единственном оборонительном здании, которое сохранилось до наших времен, Бастее. Бастея. Бастея. Вот, пожалуйста, Да, да. да? Все. А потом? А потом по ступенечкам
пойдете. Все. На башню. Ага, спасибо. Хорошо. Каземат можно. Ач. Все покажем. Хорошо, спасибо. Лабеячу вам. Юмс. О, какие. Кто это? Аркебуза называется, такой большой. Вот тут вот написано. Да, большая такое ружье, которое практически как маленькая пушка. Противотанковое ружье. Там мечи какие-то туда. Вуйки. А это алебарда. Волобуев, вот ваш меч. Вот алебарда называется, она надевается на копье. Бердыш. Вот такие замки были, представляешь, вот такими ключами все это отчинялось. А вуйки, кизы. Ключики. Великий князь Литовский Александр по загаді якого почали будувати мур около города, и в тем веку вот эту башню, где мы зараз находимся, а потом тут уже про стагодзіна побудовали бастион. А что тут 170? Это вот что означает? Что, может, толщина? 170 Литовского национального музея. Он был открыт еще в середине 19 століття. Ну, это там, он тут, а тут один как филиал его. Он, бачите, які каміння умуровані. Вот зараз мы шли и чули колоколы звенели. Вот Так. это вот это с этой церкви. Ага. Она стоит. А вот, гляди-ка. Что у нас? Это Вильнюс, так? Да, с космосом. Ну, с самолетом. Ну вот Нярис тече. Тече, Нярис, ля-ля, тече. Что тут? Башня Гедемина, ну вот. А Гедемин, а мы где? Вот наш бастион. Ось мы где, сябры. Тут острая брама. Ага, цудовно. Ось малюнок Францишка Смуглевича в 1785 году. Вот так выглядала острая брама. Ух ты! Это не Это не острая? острая? Пробачьте, помылился. А что же это? Да, там мы помылились. Тракайские ворота. А это тракайские, брама тракайська, а ось як виглядала вострая брама. Цікаво. Бачите? А тепер ось так. Ось гэта сапраўдныя. Это вот сапраўдныя замки. Вот это замок, да? Меч палача. И это замок сапраўдны. И вось эти ключи, якія вам... Два меча палача. Городского палача. Два меча городского палача. Опа, я вершами заговорила. Палача. Поэтому у нас вот эти мечи. Мечи. А сейчас мы поднялись в башню, Ага. и поскольку это здание было построено в начале 17 века, это время, когда были рыцари. Мы здесь видим и шлемы, и нагрудники самых-самых лучших рыцарей Республики Польши и Литвы. Это были гусары. Вот здесь фильм. Это фильм иде. Да, и вот там вот нагрудники. А вот как и... витрина, а здесь у нас копии. Ага. Это вот як яны апраналіся. Вот эти вот. Да, вот там Цікаво. уздечки их вот эти вот. Носили сброю не для красоты, естественно. Защищала не только от сабли, не только от ударов меча, или, да, но и от пуль мушкета. В те времена пистолет это были мушкеты. Вот здесь один экземпляр, где видно, что стреляли. Есть вмятины. Нет, здесь были украшения. А вверху видно, что есть вмятины. Стреляли, но броня выдержала. У нас осталось примерно 80% старого здания. Будинок оригінальний. Вот это. Куди ми зараз спускаємося? Сподарення пані Тереса ми познайомилися. Спускаемся в
помещение для пушек. Вот каземат, я помню такое слово. Давайте, сябры, тут такая вот лестница, такие приступки, и глядите, как такое арками, это все вот справжное, так? Скажите, пожалуйста, пани Тереса, что тут было назад, еще раз, да, и когда это восстановили? Вот то, что вы сейчас... Это оборонительное здание Бастия служило до половины XVIII века, а потом, в конце XVIII века, приказом царского генерал-губернатора здесь сделали городскую свалку. И вот этот туннель был полностью засыпан песком, мусором, землей. Только примерно 50 лет тому назад все это из-под земли. И кто вирішив, кто принимал решение обновить, все это восстановить? Это было уже советское время. В советские времена, да? В советское время, в 1956-1957 вот так. Вот здесь. Ну так чудовно, глядите. Археологи. І археологи працювали. О, как цікаво. О, глядите, вот такие казематы. Глядите, Свет. Вот свет же. Сверху окна есть. Вот. Вот то, что круто. Коридора 110 метров. Длина коридора 110 метров. А ён куди? Туди йде, так? Полукругом. Ага. Ну то, что мы с улицы бачим, вот этот полукруг. Ага, и бойницы эти вот где-то такие. Да, вон пушка стоит. Стояла пушка. Ага, вот такой ниши 11 кожной. пушек здесь внизу, 11 наверху на террасе и по одной сбоку в так называемых куртинах. Ага. А скажите, вот я помню, читала и забыла какое-то слово. Вот сам этот состоит из частей, вот какая-то северная или восточная. Как-то там слово специальное называется. Бастия состоит да. из башни. Мы там были. Да. На первом этаже поднялись на второй этаж. Потом туннель, в который мы спускались. Спустились на глубину примерно 8 метров. Это трехэтажное здание, на 3 этажа ниже мы сейчас. И сейчас мы находимся в казематах. Казематы. Это уже такое специальное название, специфический термин военной терминологии. Казематы – это было помещение для пушек. Казематы – это помешкание для пушек, сябры. Тут еще наши внуки могут глядеть. Так само. А вот какая пушка, гляди. Во, какая пушка. А вот эта вот ведерко это для тушения факела. Да? Для тушения факела? Бочки с порохом. Вот это бочки с порохом. Ну-ка. Ух ты! Треба менять угол обстрела. И тут клин. Этот клин можно ближе, далее. И, соответственно, вот она будет повышаться, повышаться. Ага. Такая я не видела. простая система. Глядите, какая пушка. Тут что, как ты назвал это? За это браться? Да. Казенная частка. Опа! Трах-так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 , как пулемет. Трах-так-так-так-так. Нет. Ядра нет. Это был весь процесс. А вот шомпол, бачишь, какой. Сразу Давай еще. вот Еще это вот так вот. Прочистить, да. Запихали сено, Да. потом порох, потом ядро. Тогда заносили огонь через дырочку. Это копия, здесь нет дырочки. Поэтому это игрушка, это не настоящая. Ты сюда И огонь. тогда пушка стреляла, надо было ее почистить. Сразу спирали, а потом губкой, которую мочили в воду. Цікаво.
А вот глядите, вот тут я спитала пани Тересу, а что это за столик, да? Ой, ну, может, кафешка или что? Оказывается, это для деток. Бачите, ось есть оловки, есть папера. И покуль дорослые батьки ходят и глядят, дети могут такая вот послуга сесть и помалевать. Дети быстро стомляются от этого всего. Молодцы. А вось у чарговой такой вот штуки, ну как это сказать, вось еще одна пушка. И, конечно, мы можем бачить ядра. Есть вот дырочки. Это нижняя, самая тяжелая. Весит почти тонна, 2 килограмм, 998. Вот это уже соправдные пушки, каже пани Тереса. И вообще это самая великая, самая тяжелая, без 2 килограммов, 1000, ну тонну весит. 998 килограммов. Запас воды, так? Да. Бочка. Ну как, в те времена действительно так выглядела ванна, бывало и побольше, но здесь никто не жил, только во время военных действий, тогда мы очень-то уж купались, но вода была нужна. Ну хоть лицо, руки, И почистить. твар, Если да. несколько выстрелов, потом ее надо было охладить. Поливали водой, потому что в противном случае, если засунешь порох горячую воду, он мог взорваться не вовремя. Цікаво. Не ведала. Глядите, это щит такие. Такие щиты были. Папуся. І покажи, от, як ти тримаєш його. Это называется шаг. Это металличный? Да. А ось, глядите, як тримати. Такая ручка. Розверни-ка так от. Ось так от. Як його тримати? От так може? Ну да. Головне ж було руку оборонить. Это так само важно, но руку так само. Вот, если сюда попадает тебе в руку, все, ты туда щит бросаешь и не можешь тримать его. Цікаво. А ось, глядите, соправдные стрелы. Ось такая больше короткая, это для арбалета, а ось больше долгая для лука. Ну, так. Стрелы арбалета пробивали даже в проигрывателе. А ось, и вы глядите, ось монеты. Какие-то монеты, папуся? Римской империи. Еще Римской Да, империи. но это медные. Вон даже профиль императора. И профиль императора можете побачить. Тиберия. Тиберий. А вот каменный век. И что это там вот? Молоты делали, топоры такие. Ну, эти инструменты, да? Да. Каменного века. Я не знаю правильно ли. Это грузило для рыбаков. Это вот такие штуки. Да ну. Да, для сетей. И, конечно, А ось гэта самые старые экспонаты. Им приблизно 12 тысяч это кремниевые. годов. Кремний. И гэта на наконечнике стрелов, так? Да. Кремниевая пластинка обтачивалась, она была острая, потом И бралась, вот на такую ось. да, бралась деревянная палочка ровненькая, ну ее так обтачивали ровно, забили и вымасывали. Ну, с доброго лука, с такой стрелы можно забить оленя. Ну, а мы идем уже по нашему этому каземату, как бы в обратном накірунку. Тому що він полукругом, ми пройшли у той бок. Ось я ще раз, от это тоннель, по якому спустилися, так? Я все правильно кажу тепер. Тепер вже розібралися ми криху. Ну, тут не так уж и холодно. Тут мне так вообще не холодно. Хотя бы жилет или курточку. Да. Вот здесь Мечи старые. из города Вильнюса было издано Георгом Брауном в Кёльне, в Германии, в
1581 году. Ого. И тогда Вильнюс попал в атлас самых важных городов мира. Это самая старая мапа 1581 год, это Вильнюса. в принципе через 1581 год. 200 лет после основания города. То есть за 200 лет он так вырос. Ну как, историки говорят, что город был здесь раньше. Просто Это же первое упоминание. первое упоминание в письменных источниках. А поскольку было столько войн, пожаров, то у нас этих самых старых хроник не сохранилось. Глядите, яшчэ такая пушка. Так само. А она название какое-то имеет, такая пушка? Или так себе, просто пушка? Ну, это обычно. Да? Обычно? Есть мортиры, Ну, может, как есть скольки-то мортиры. миллиметровые. Ну, есть мортиры, да, это такие толстые, маленькие. А это обычная артиллерийская пушка. Мы рухаемся по каземату. Сябры, давно вы были у казематі где-нибудь? Тады запрашаем у Вільнюс и наведать бастион. Вот такие вот эти все, такие вот овальные эти. Угу. Так, тут всякие эти натюрморты, мапы, на яких можно штучки разглядеть. Я со своим зроком вам покажу. Угу. А вот что такое цікаве. Давайте, я бачу тут який екранчик, дисплейчик. А ось тут, вот я бачу, какие-то окенчики, глядите. И я думаю, что у них можно зазирнуть. Ну вот, например, тут некая драўляшка. Тут как гнездо, что ли, птушачье. А тут что? Банка некая, консервная. Тут что? Зараз пані Тереса занятая, потом я у нее спытаю, что это такое? Шлак? Та, напевно, тим, чим користалися ці стрілки, напевно. Так? О, бачите? Пані Тереса, а скажите, коли ласка, что вы вот тут? Это для детей, так я и подумала. А там что мы бачим? Здесь есть вопрос. Можно ли было употреблять эти вещи для пробки пушки? И вот если поднимаешь и улыбается вот как значит интересно. правильный ответ. А я и не зауважила такие тут. А если грустное личико, то тогда неправильный ответ. То есть вот гэтым нельзя было пушку зачинить, да? Ну, и а вот спрашивают детей, почему? А почему? Даже ж не было тогда да, еще таких не было. А вот это что, как бы... Это сено. Это сено. Я думаю, это гнездо птушка. Ясно, это такая эдукация для детей, так цікаво, интерактивно придумано. Молодцы. Вот там, видите, стрелочка загорелась. Она приглашает в комнату дракона. Этого здания. В пещере на этой горе появился дракон. Жители Вильнюса дракона очень боялись. Если посмотрят на человека, все от ужаса цепенели, не могли двигаться, а дракон, естественно, их тогда пожирал. И в конце концов нашелся отважный и умный юноша. Понял, что надо прежде всего победить взгляд этого дракона. Он взял огромное зеркало, подошел близко к пещере. И как только дракон выполз, парень заслонил себе зеркалом, как щитом. А дракон посмотрел сам на себя
и сам себя же убил. Он читал греческие мифы. Да. Что интересно, Про что Горгону. такие же Цикаво. легенды есть в Варшаве, есть в Париже, есть в Лондоне. Так что у него были родственники. Да. А в Беларуси есть такое? Это же греческий миф, да, про Горгону. Горгона это другое, а вот эти Нет, ну были когда Горгоны. закрылся зеркальный Приглашаю щитом, вас туда. А, глядите, ось пані Тереса каже, загорела зеленая. А так можно идти, пока синяя? Только коли зеленая. А, я думала только при зеленом. Чтобы обратить внимание, посетить. А, ясно. Вот и этот самый. Вот он. Базилис. Базилис? Эту фигурку сделали по описанию. Так он выглядел. Если подойдете, дотронетесь, на крыльях высвечивает мультик и рассказывает легенду. Опа. Ух ты. Давай, папуся. А где экран? Šis pasakojimas ne apie drąsą ar meilę, o apie išradingumą ir viltį mano mylimo jaunikaičio. Senų senovėje, kai kiekvienas namelis puošėsi čerpių sparneliais, На самом этом показывается. dunksоjo. Tai gyvenimas ramia vaga tekėjo. Tik vieną dieną ramybę pakeitė baimė ir siaubas. Netoli kaimelio, ant kalno, baisus padaras, basiliskas apsigyveno. Aplink it mėnulis žvalgėsi tamsiomis naktimis, aukų ieškodamas. O suradęs kokį paklydėlį kaimietį, mirtinu žvilgsniu lyg perkūnas jį nutremdavo. Ir vieną įpūlį savo nasruose paskandindavo. Страшно. Vieną popietę po šimtamečio ąžuolų žili vaidilos sukvietė visus pasitarti, kaip ramybę susigrąžinti. Ilgai sprendimų nerado. Tik štai mano mylimam jaunikaičiui šovė į galvą puiki mintis. Girdėjau, tolimuose kraštuose yra nudaryta metalinių plokštelių, kuriuose atsispindi kiekvieno prieš ją stovinčio veidas. Dar jos veidrodžiais vadinamas. Surasiu ją, kad ir kiek tai kainuotų. Viltį turiu, kad tai kaimelį išgelbės, kad baziliskas daugiau ne vieno gyventojo neprarytų ir mano mylimosios mergelės uogelės nepaliestų. Laiko negaišęs, jaunikaitis išvyko į sunkią ir pavojingą kelionę. Ну, як пригоже. Ir tėviškėn grįžo tik su įgyta brangenybė. Цікаво. Nedelsdamas pasuko kalno link. О, тут, глядите, яшчэ ёсць памяшканне, такой крыху лекционная заля такая, но она вся историчная. Это какой-то в этом крыле ось. Як яно все-таки? Вот такие стульчики, и там экран. И больница там есть. Гляди, какую я нашел достопримечательность. Люк Литовской СССР. Еще, понимаешь, канализационный. Еще. ТУ-78, 78 год. О, бачиш, это так само. А тут еще какая-то при ўваходе. Всякие, видать, речи старожитные, які были знойдены подчас раскопок. Вот, что меня вельми здивило. Пробка от крышечка от вина. По-литовску написано, но это явно зроблено где-то вот в советские годы. Ага. Глядите, мы зараз по тоннелю, значит, из основного помещения, где уваходишь в эту бастию, ёсць, называется тоннель, які вядзе ў каземат. І мы бачым ось тут зараз праходзіць часовая выстава татарскага майстра, які зрабіў розныя такія прыгожыя, как эти щиты,
из керамики. Ось. И это все татарские розные узоры. А как сказать узор? Ой, глядите. А узор это ж приклад. Ну и такой фильмик про это. Мы зараз з вами піднімаємося по приступках і далей, що цікаво, готи, куди ти пішов, де двір? Ось, сюди. Да. Мы все выходят на террасу. Ой, чудовно! Сябры! Мы вышли вот у эту дверь. Мы вышли на обзорную, как бы это як сказать, обзорная пляцовка? Терраса. Якую ми з землі бачили, шмат разов вам показывали. Просто обзорно, тут она имела ну да, это зараз обзорно, конечно. Ну, вот Ивана Пушкина можно было... Глядите, вон. Вот это полукруглое все, круглое, бачите. И мы вот там были у подвале в этом каземате и проходили. Ну, спочатку пройдемся, а потом вот сходим на ту и сдымем. Тут какой-то кран будовничий. Они аутентично постарались заробить это все. Вот нам примацевали такие металличные шипы. Глядите. Это для супраць тых, кто будет подниматься и штурмовать бастион. Это так было, да? Да, и такие пики. Альбо супраць туристов. Да ну, какие туристы? Ну, зараз мы бачим вот это и есть гора Бокшта. И вот на этой горы гора Бокшта. Ага. Зробили бастион, бо отсюда как раз с полдня и с усходу основные были погрозы для Вильни. Так тут пушки. Так прямо вот так по кругу. Я думала, одна только. Бахает, и вот можно было с пушки бить любой площади. Мы уже до Кожна не пойдем. Не пойдем, мы пойдем. А пойдем, может, так, что там есть? Не, а час, кольки час? Так, ще 20 хвилин, ну добре. Давайте зараз і тут поглядим. Глядите тут, якое видовище. Вот там мы, завсёды мы с тобой. Где мы с тобой? Там мы пикничок имели, так или нет? Вось, коля вот этого древа, вось. На этой вот лужайке, где зараз солненько, мы имели пикничок. Там я занимаюсь спортом. Там папуся зарадку ранішнюю робить, коли побігає. А ми потім там поглядимо, вот там. Крижи. Так, ось яны. А я з землі не бачила, що тут такі пушки торчать. Гармата. Гармата? О, ось яны торчать гармати, а я не звертала уваги з землі. Ось по той дорожці ми, звичайно. Ось там ідем і гуляємо. Така гармата могла бити прикладно на полкілометра. О, бачите? Я ще думала, як там наверху, на бастіоні, усьо це виглядає. А ось воно як виглядає. Она на колах, то есть она, ее можно перемешать. На колах. Вот а та не на колах. Ну, ей так само есть такая система. Но это вот поднимать, она такая более осадная. Ось ще одна осадная, да? Не осадная, это вот крепостная. Крепостная. Крепость устанавливается, она как бы не пересовывается. А це правда, я тайна на колах. Ну, на колу можно еще бить, но это более... Давайте я вам, як з телевежі, буду показувати по колі тут. Ось, глядите, вот эта вот дорожка, по якой туди йдуть. Тут был ров. И вот подчас, она рассказывала, что подчас
Российской империи губернатор, генерал-губернатор загадал его засыпать сміттям. І сапраўды, ну, до Другой сусветнай войны тут было все вот просто уже в один Показываю, что там унизе. Глядите. Там все это дорожка. Там так само дорожка, так? Ну и мы идем далее по колу. И тут знову здоровенная. Да, такая вот. Сябры, ось мы находимся, поглядите. На бастионе. На бастионе. И на фоне ось одной из гармата. Да, с гармата. Гармата. И там на башен какой там? Ну, собор православный. Какой-то собор там черговый. Это там, где колокола били, так? Да. Ага. Ну, ось. А что это за выступ такие? Давайте. Ну, это бастион, только крылья у него такие. Вось, такие вот эти крылья мають какие-то назвы. Вось, глядите, вот мы починали нашу с вами вот тут, пошли. Вот там по замурой, тут мы почали. Там остаток, да, этой вот, мура. Кавалки, да, рештки сапраўдного мура. Там, до речі, вот все, что далей, это так само мур, який вже був пристосований під будинки, там його використовували. Там музичная крама. И пані Тереса сказала, что это вот мур был сплошный, и там был мост. Там Нет, под ним. Вот где? тут, как раз в этом проеме. Да, ось в проеме. Это не было сплошное. Тут как раз была самая великая брама. Брама была. Да, тут была самая великая брама. Навод у ёй был. Где сейчас машинки ездят. Жил палач. Ага, это мечи палача. А мы вот за гэтым мурым, вот туды пройшли по улице Бокста, и вот там увайшли. Ну, а зараз мы... А тут стояла вежа, одна з веж. Так само была вежа тут, да? Ой. В 19 стагодзе з этой вежи, до речі, зробили костёл. Мы зараз... Тут один час был костёл. Мы зараз... Такая великая пляцовка, мне казалось, что не великая. Тут же проводятся эти самые... Тут проводятся эти споборницы рыцарев. А тут же были, мы назирали, мы имели пикничок, и было эти дрончики запускали. Это мы тут были, глядите, знаходите в плейлисте наш спорт и пикнички. И там мы назирали, сидячи унизе под бастионом, а у небе, вот там, вот над теми древами, летали дрончики, выкладывали разные годы. Левое крыло. Вось, я и хочу. Мы вот в эту дверь вышли, и мы туда так само. Мы зараз подъедем, покажем вам панораму, якая открывается вот с этой. Ну, я кажу, выступ, таки выступ. Будем так. Левое крыло бастиона. Оно как-то мае назва. Оно не левое, но северное, западное. Итак, сябры, мы вырашили, чему такой соковичной весной пойти на бастион. Тому, что няма яшчэ зялёнкі, няма листья няма на древах, и тому можно поназирать, якраз сонечный день сегодня был, але холодный, довольно прохолодный. Ну, 11 не, аж чушчається, як 5-6 я особисто. Ну, вось, особенно у тіні. И ветер вельми холодный. Дык вось, мы глядим зараз вот ужупіс, так? И Паупіо. Там мы святкавали, там, вот так, крыху левей, День Святого Патрика, так? Так. Тут зараз великий подъемный кран. Что это он там? Они вот тут, уже, там, где мы имели пикничок, там зараз идти будуя. Старый дом. Может, зараз выйдем поглядим. Там, до речі, рештки крепостной стены не заховывают их. Ага. Значит, мы бачим, где вот там 3 крыжи, так? Ну, вон на вершине там 3 крыжи. Дайте я наближу где-то. Вот. Не бачу. Вот показываю я. Показываю 3 крыжи.
Ось вона. Ну, ось. Центр. Добре. Так, що є ще ми? Да, значить, ми бачимо, Вот як это криху вот наблизили. Белая церква. Это Белая церква це. Былый головный Уніатський собор. Так. Ось там далей Святая Ганна, ну її тут за деревах не було, не видать, але видать фронтон собора Франциска Азійського, який стоїть побач з Ганною да. в одному комплексі. Да, ми бачимо там вежу Гедеміна. Там вежа Гедеміна, вот там. Да, кафедральный Кран тут замок заминаю. князёв литовских, вот он, палац. Да, кафедральный собор бачим, Ага. башню Святого Яна, Так. костела, побач з університетом. А вот, до речі, будинок со стягами. Это будинок Белорусского, это гуманитарного университета ЕГУ. Ага. А где телевежа у нас? У Телевежа супроцлеглом тут, боку, да, наверное, она- Сонейка да, заминая, не? Вот там она, но мы ее тут... Тут не, складно не что-то бачимо. тут сквозь древы. Сквозь древы. Ну, А вот это тут такое высокая закатное вежа, это, что я солнце. вчера сдымал, это костел Святой Ганны. Ой, не Ганны, вру. Костел Святой Девы Марии. Вот. Ну, вот такая панорама открывается. А это Казимир. Угу. Открывается у нас з бастіону. І так, сябри. Я ще раз такой панорамный вам обзорчик. Сонейка, такая резкая тень поміж сонцем і тенью. І так, сябри, великий дякую, що побывали з нами. Солнце, Побывали с нами. на бастионе. Да, и у бастионе, и у Меня казематы. зовут и Бастия, и Бастион. Бастия, бастион, тоннель прошли, потом казематы, поглядели, что там, и Бачили і гарматы. нават вийшли ось на гэтую, як это ще раз сказать, лицовка? Терраса. А, терраса, вот. Все время забываю гэтае слово. І спадзяемся, што было цікава. Вялікі дзякуй. Гэта бастіён, гэта адна з самых вядомых дастапрымячательнасцяў Вільнюса. Таму, калі вы апынецеся ў Вільнюсе, абавязкова прыйдзіце сюды на экскурсію. Тут музей зброі, тут музей для детей, а дети могут поглядеть про Василиска. Про Василіска мультик такі. І яшчэ можна Это был набыць дракон. пушкі і рыцары, як сувеніры. Все, до наступных сустрэч. Вялікі дзякуй. З вами была Вот такую пушечку можно набить. Вялікі дзякуй яшчэ раз. І до наступных сустрэч. З вами была спадарыня Мар'янна і Подарок Олег. спадар Олег. Пакуль!